Ну и снова здравствуйте, друзья! Пятница, 19 мая, и мы снова на нашей реке Печора. Вечерней проверки вчера не было. Так получилось, что надо было по новой отъехать в поселок. Неотложные дела. Ну как, делами занимался, в общем, поменял зимнюю резину на летнюю. Сделал свои неотложные дела. Что еще сделал? Смонтировал один ролик, залил 9-ю часть весновки, наверное. Или 10-ю, не помню уже. А не, 9-ю залил, 10-ю начал монтировать, да. На что уходит тоже очень много времени. И, в общем, время уже было позднее. Супруга приготовила налима свеженького, которого я привез. Пожарили. И вечерочком в семейном кругу посидели, поели, попили немножко. В общем, немножко отдохнули, сделали себе выходной день. С утра сегодня тоже заехал опять же по своим неотложенным делам. В общем, ищу, где прикупить железные столбы для изгороди, но пока не нашел. Хочу хотя бы лицевую часть поставить железными столбами и сеткой рябицы. А здесь у меня живая изгородь, там что-нибудь придумаю. В общем, голова думает, как и что лучше сделать. Вот. Ну и наконец-то я подъехал. Получается, продольник у меня сутки не проверены. Вчера утром последний раз проверили. По воде видим, что вода немножко опять прибыла. Прибывает медленно, но уверенно. Не стоит, не падает, а медленно прибывает. Несмотря на то, что стоит 4-й день, уже летняя погода. Как мы видим, сегодня я даже вышел в шортах. Здесь, конечно, накинул, потому что ветерок. Хорошо, что ветер южный, нет волны. Ветер, жара, по идее, должно быть обильное таяние снега. И Урал должен дать много воды. С Уральских гор должна пойти вторая вода. По такой жаре обычно она резко поднимается, но почему-то, как ни странно, вода поднимается очень медленно. Мне кажется, она все-таки еще будет. Если вода прибудет вот до того уровня, где она была, вот до сюда, первая вода была вот до сюда, то не будем ничего не заказывать. Короче, ну, хотелось бы съездить на пару дней хотя бы порыбачить сеточками. Вот, но это будет видно. Пока все, выезжаем на проверку наших продольников. Дай бог их найти, дай бог, чтобы они не утонули. Все-таки их надо проверять чаще, раза 3 желательно в день. Ну, хотя бы минимум 2, ну, раз в день. Посмотрим, что у нас осталось. Там по-любому половина, больше половины сорвалась уже. Ну, что мое, то осталось. Погнали. Так, ну что, погнали. В жару мотор завелся без подсоса, без ничего. Просто один раз дернул и прогревать, считай, практически не надо было. Поехали. Так, сегодня у нас сильный боковой ветер. И проверять будет, ой, как некомфортно. Очень некомфортно. Надо будет подстраиваться под каждую бутылочку. Так, сразу приготовим на всякий случай. Так, ну вот, видишь, уже унесло в сторону. Так. Ладно, попробуем задом сначала. Может быть, получится так. Так, надо сейчас, главное, ее успеть. Успели. Все нормально. Нормально.
Начинаем проверку. Раз, два, три, четыре, пять. Начинаем проверочку. Сутки стояли продольники. Целые сутки. Что рыба-то попадалась по-любому. Только вот, наверное, вся ушла. Вся, наверное, ушла. Ну да. Ну и ладно. Первый продольник пустой. Наживляем, отпускаем. И будем стараться искать мальков. Поставлю ловушечки, может где-то черпануть. С очком где-то, но будем искать. Потому что с червями это очень муторно, долго и... Ну, вы сами все видите. Это очень много времени занимает. Вот. Потому что черви еще мелкие. Ладно, наживляем, отпускаем. Встречаемся на следующем продольнике. Ах, ветерочек, ветерок. Ветерочек, ветерочек. Что ж ты дуешь, ветерок? Ну затихни хоть на часочек. Так. Ну а здесь что осталось? Нет что-нибудь? Ёрш у нас остался. Ёрш у нас остался. И завели, опа, в кусты. Или налим, или язи. Завели парадольничек в кусты. И порвался, скорее всего, крючок. Ну вот первая сегодняшняя рыба. Пузатый, икристый весенний ёрш. Что, тоже неплохо. Ершам я всегда рад. И все. Ладно. Все как обычно. Наживляем, отпускаем. Куда пошла? Ох ты, бляха. Да. Не получилось немножко. Глубина здесь большая. Течение большое. Да еще и ветер. И лодку сносит, несмотря на тяжелый якорь, на тяжелый груз. Там двойной трак у меня. И на большой глубине все равно сносит. Так, ну что, осталось что-нибудь, нет? Не. А нет, что-то есть. Есть язёчек один. Язёчек. Дружочек. Остался, дождался. И какой ёрш там еще. Сейчас покажу. Вот такой вот язёчек. Попал за нижнюю губу. И смотрите, друзья, какой здоровый ёрш. Вот это вкусняшка, видно, да, редкостная. Он крупный, вот с икрой, полное брюхо икры. Вот так его с кишками засаливаешь. Опять же оставлю ссылочку, где я рассказывал и показывал, как это делается. Пару недель в рассоле с кишками, и это будет просто вкусняшка. Вкусняшечка редкостная. Ёрш — это тоже очень вкусная и ценная рыба. Вот только ради ершей можно наживлять на
червей, а не на мальков. На малька уже ерша не поймаешь. Был бы только червяк еще покрупнее. Это все черви мелкие, блин. Ладно, один я из нас дождался. Это уже хорошо, начало есть. Бочонок. Ушел. Ручейник в траве был. Крупный такой хороший ручейник. Можно было бы его насадить вместо червя. Но ушел. Опа-на, опа-на. Ну что, здесь осталось что-нибудь? Ну да, вот. Вижу. Вижу язя. Раз. Молодец, дружок. Дождался. Не ушел. Значит, ты мой. Значит, ты мой, красавец. Ты мой. Янцикадан. О, четенько за нижнюю губу попал. Второй. 2 ерша и 2 язя. И все. Пока все. Так. Что-то было, завело в кусты. Зацеп. Жесткий зацеп. Опа! Обрыв. О, какую корягу мы поймали. О, какую коряшку мы поймали. Ух ты! Вот это... Вот это... Вот это что такое? Ну... Хрень какую-то собачью поймали. Кусок травы. Так, в общем, понятно. Рыбы здесь нет. Но рыба была. Завела куда-то в кусты, в коряги. И запутала. Вот столько травы прошлогодней вырвали. Ну и ладно, ничего страшного. Ёршик. Окушок. Окушок. Офигеть. И второй там окунь. Ну, вот этому я совсем не рад. Если начал ловиться окунь, как обычно, это
под занавес сезона продольников. Значит, начался уже летний сезон. Это что значит, а? Мы еще толком порыбачить на продольнике не успели. Еще вторая вода поднимается. А уже окунь пошел. Интересно, девки пляшут. Да, природа сошла с ума. Ух ты! Что за фигня? Продольник сверху. Это значит, проплывала какая-то коряга, зацепилась об бутылку и снесла груз. А крючки зацепились об куст. Бывает и такое. О, ёршик даже остался еще один. Блин, с таким ветром проверять это, конечно, пипец полный. Ладно, все, распутываем. Продольник целый, уже хорошо. Кстати, судя по тому, как запутан продольник, это может быть и не коряга, а это, возможно, был здесь налим крупный и потащил продольник и запутал. Это, наверное, ближе. В общем, это не коряга. Коряга его просто натянула и все. Это, скорее всего, был налим, потому что все запутано, замотало. Вот так вот все-таки надо почаще проверять. Сутки без проверки — это не есть хорошо. Ой, под мотор, что ли? Ну да. Как мне это нравится. Как мне это нравится. Ух ты. О, еще один налим был. Ах, налимчики, налимчики. Что же, меня не дождались? Все запутано, это по-любому вот проделки налима. Ну ладно, сам виноват, надо чаще проверять. Ну ладно. Ты мне еще попадешься. Опа. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Так, что это у нас? Что за бардак? Я немного не понял. Но понял одно, что этот язь еле держался на крючке. И кто-то у нас опять все запутал. Кто-то что-то все запутано. Кто-то опять здесь похулиганил неплохо. Поднял продольник выше основной веревки. Крутанулся 2 раза, как мы видим. Все перепутал. Но это не язь. У язя мощей не хватает на такие проделки. Это по-любому опять же был налим, наверное. Ну как бы то ни было, у нас 3 язя в ведре уже есть. 3 язя, 2 ерша, 2 окушка. Не пусто. Хоть это осталось, и то хорошо. За сутки по-любому рыба здесь была. Она не могла не быть. Просто язы посрывались. Они долго на крючке не висят.
Это не хариус, это хариус сиг заглатывает до желудка. Язь, как правило, попадает за губу. И когда он долго болтается на крючке, губа раздалбливается крючком, и язь уходит. Так, везет сегодня мне на распутывание, блин. Все позапутывали. Ладно, распутаем потихоньку. Опа! Опачки! Так. А здесь у нас натяжечка, язёчек хороший мой. Язёчек, дружочек, иди ко мне в сачочек. Есть язёк, и там еще один. Здесь двое меня дождались. Два яська. Тихо, тихо, ох, как дергает. Так, раз. Ох, как дергает. Два, их там еще два. Я думаю, что так сильно дергает. Их там двое. Раз. Два. Нет, не два, не два, не два. Как так-то я тебя вроде в сачок зацепил, обратно вышел. Ну, видать, мои были. Видать, мои были. Все на месте, все трое. Три язя дождались меня. Хорошие мои молодчаги. Думает, наверное, ну где коми-рыбак, куда пропал? А коми-рыбак налима кушает дома. Налимчик вчера, конечно, был, ах, свежатинка, вкусняшка редкостная. С удовольствием поели. Когда зимой каждый вечер ешь налима, как-то, ну, не то чтобы приедается, но все равно не то. А сейчас вот давненько уже свежего налима не ели. И вчера просто от души поели. Вкусно очень было. Так, ну вот этот продольник порадовал. Три язя. И все на месте. Так, тем временем у нас что-то погода не нравится, тучи набегают. И ветер что-то стал прохладный, я легко одет. Дул теплый ветер, сейчас начало холодать, что-то он прохладный подул. Я даже с собой ни куртки не взял, ничего. Ладно уж, немножко осталось. И надо искать живцов, мальков. С червями очень долго проверять. Для вас это кажется все быстро. На самом деле вот такую вот мелюзгу вот наживлять, вот такую по 2-3 крючка, по 2-3 червя, это был бы червь хотя бы крупнее, а то он мелкий и очень долго. А малька быстро раз наживил. Времени очень много уходит на проверку продольников, очень много времени. Так. Мотор сюда. Ветер, ну блин, хотя бы минут на 20-15 затихни, а. Задолбал уже. Опять. Ну опять продольник под лодкой, блин. Из-за этого ветра. Конечно, бля. Ай, бля, как мне это нравится. Как мне это нравится. Так, что у нас там есть? Ничего-нибудь. Язычек есть один. Пока есть. Вот он идет. Вот он идет. Пока идет.
Большачок. Раз. На месте. На месте. Как? Да никак, залезай под сак. Ну вот, потихонечку растет. Я-то думал, вообще пусто будет. Все сорвутся. А еще и не все. А еще и что-то и осталось. Так что еще не все потеряно. Так, походу, друзья, ничего не заснялось. По крайней мере, последний файл. В общем, сейчас вытянул предпоследний продольник. Было 3 язя. Я-то думал, съемка идет. Но, оказывается, ничего не снимала. Вот. Вот такая вот самочка. И вот такой вот самец в брачном наряде. Желтый шершавый язь попался. Вот. Блин, все говорил, показывал, рассказывал, блин. Эх. Глючит камера иногда, блин. Это не есть хорошо. Ладно, в общем, друзья, у нас не пусто, уже хорошо. Не знаю, что там засняло, что не засняло. Будем надеяться, что что-то да заснялось. Вот. Остался один последний продольник. Проверяем. И там уже посмотрим, что нам удалось поймать после суточного перерыва. Опа. Так, последний продольник на сегодня. Не на сегодня, а на эту проверку. Ветер все сильнее и сильнее. Блин, как неудобно с ветром проверять. Но это еще... Ладно, хоть не волна хоть небольшая. Был бы северный ветер, вообще волна была. А так, ну все равно неудобно. Так, у нас сейчас опять под мотор уйдет, блин. Ненормально. Так, что-то есть, что-то есть. Есть натяжка. На самом последнем крючке язь. Ну давай, дождался, сутки барахтался уже. Давай, потерпи еще немножко. Но. Хватит так дергать. Уйдешь ведь, уйдешь. Зря ждал, что ли? Сутки, вот так вот. Вот так. Оно будет интереснее. Ну вот. Еще есть зёчек, кузовочек. Вот такой вот самец, тоже шершавый, в брачном наряде. Ну, неплохо. Ну, пусть не ведро, но пол ведра точно есть. Янскадан. Ну вот и приехали. Так, ну что, подводим итоги. Это у нас... Так, сможем, нет, посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, наверное. Вроде бы 11. 11 минимум, может быть 12 язей. 2 окушка, пару ёршиков. Нормальный улов, что. Побыли на реке, подышали свежим воздухом, позагорали, ну, ножки позагорали. Сам не раздевался, потому что еще очень и очень прохладненько от реки. Холодом веет, еще так. Так, теперь у нас планы на сегодня. Это закинем ловушечку для мальков. Как мы видим, возле берега малек плавает. Правда, он мелкий.
Но крупные тоже есть немножко. Пару ловушек кину сюда, прямо в траву. И основную часть попробую отвести в одно место, где малька в свое время было немерено. Даже есть ролик такой, где я его просто тысячами ловил. Там просто тьма. Попробуем, как там вода, как что есть, нет. Прямо сегодня же, не отходя от кассы, попробуем половить живца. Потому что это и быстрее, и надежнее. Ну, в общем, лучше. Да, не будет сига в улове. Да, может быть, не будет ерша, но зато все это будет. Ясь тот же будет, хариус крупный тоже может быть, окунь будет, налим будет, все то же самое и все будет. Вот. Ну, пока все. Встречаемся вечером. Здесь же, на этом месте. Или покажу, как мы ловим живцом. По-любому. До новых встреч на канале Кумир Рыбак.